ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Поход на Бану Аль-Мусталик. Клевета на Айшу. Вождем племени Бану Аль-Мусталик был Аль-Харис ибн Абу Дирар. Люди этого племени решили выступить против посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Другие племена, желавшие сразиться с пророком, примкнули к ним. О походе племени Бану Аль-Мусталик и других арабов узнал пророк, мир ему и благословение, от пришедшего к нему человека. Он отправил Бурайду Аль-Аслями, чтобы тот удостоверился в верности этого сообщения. Бурайда уехал, а вернувшись, сообщил, что это соответствует истине. Войско подготовлено для сражения против посланника Аллаха и его сподвижников. Пророк также мобилизовал свое войско и подготовился отразить удар. Вместе с мусульманами в этот поход направился и глава лицемеров, Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, а также его друзья-лицемеры, которые проникли в ряды мусульман. Пророк направился в сторону племени Бану Аль-Мусталик, чтобы сражаться с ними, как того они и хотели. Узнав об этом, представители других племен ушли, оставив племя Бану Аль-Мусталик одних сражаться против посланника Аллаха. Пророк вместе со своим войском добрался до источника под названием Мурайси. Там он встал лагерем и стал ожидать сражения с войском Бану Аль-Мусталик. Как только племя Бану Аль-Мусталик достигло источника под названием Мурайси, две стороны вступили в бой и начали пускать друг в друга стрелы. Среди мусульман не было боевых потерь. Был только убит один из ансаров, которого убил по ошибке другой мусульманин. Что же касается племени Бану Аль-Мусталик, то они убежали от войска посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Среди них были убитые. Некоторых взяли в плен, а другие смогли убежать. Мусульманам от них досталось много трофеев. Среди пленных была дочь Аль-Хариса, вождя племени Бану Аль-Мусталик, девушка по имени Джувейрия. Она была пленена и стала пленницей Сабита ибн Кайса, который был согласен освободить ее за выкуп. Этот выкуп заплатил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а после отпустил ее. Освободив ее, он сделал ей предложение и женился на ней. Так Джувейрия, дочь Аль-Хариса, стала матерью правоверных. После женитьбы пророка, да благословит его Аллах и приветствует на Джувейрии, мусульмане, имеющие пленников из Бану Аль-Мусталик, освободили их, сказав, что они родственники пророка со стороны жены. Таким образом, женитьба пророка, мир ему и благословение, на Джувейрии стала благом и благодатью для пленников из Бану Аль-Мусталик. В этом походе опасную для мусульман роль сыграли лицемеры. Но до того, как мы узнаем, какова эта роль, давайте узнаем, кто же это, их лидер, Абдуллах ибн Убай ибн Салюль.
До прибытия пророка в Медину, да благословит его Аллах и приветствует, этот человек готовился стать правителем своего племени. Для него даже была подготовлена корона. Однако неожиданно в Медину прибыл пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и стал предводителем всех людей в Медине. Абдуллах ибн Убай скрывал в душе злобу, зависть и ненависть к посланнику Аллаха и его сподвижникам. И вместе с этим он внешне показывал свою приверженность исламу и скрывал свое неверие. Его лживость и лицемерие дошло до такой степени, что иногда он, приходя на пятничную молитву, начинал говорить о пророке собравшимся: «О люди! Посланник Аллаха среди вас! Аллах возвеличил вас им, так помогайте же ему и уважайте его». Он произносил подобные слова, но в сердце своем таил зависть и ненависть к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Его ненависть проявилась в самом начале призыва в Медине. Он приходил к пророку, когда тот обучал людей их религии, и говорил: «Не причиняй нам страдания, о Мухаммад, пылью своего осла. Если ты желаешь говорить с кем-нибудь, то оставайся в своем доме. Кто пожелает, и сам придет к тебе. Не приходи на наши собрания и не причиняй нам неудобств». Он мешал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, призывать к Аллаху. Помимо этого, он подстрекал иудеев напасть на посланника Аллаха. Все мы помним о его поступке в битве при Ухуде, и что предпринял он со своими друзьями в битве Урва. Таким образом, этот лицемер, глава лицемеров, Абдуллах ибн Убай, создавал смуту и сомнения в отношении посланника Аллаха. Что же он сделал в этом походе? Он вышел вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. В местности Аль-Мурайси возник спор между двумя мусульманами, мухаджиром и ансаром. В процессе спора они начали звать на помощь своих соплеменников и союзников. Возникла опасность, что между двумя группами вспыхнет сражение. Абдуллах ибн Убай, глава лицемеров, воспользовавшись этим удобным случаем, сказал: «Посмотрите, что они сделали. Они проявляют к нам враждебность, и они превзошли нас числом в нашем собственном городе. Воистину, они подобны тем, о ком сказано в пословице: «Откорми собаку, и она съест тебя». Так он описывал мухаджиров, переселенцев из Мекки, сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его самого. А затем этот лицемер продолжил: «Клянусь Аллахом, когда мы вернемся в Медину могущественные», он имел в виду себя, «изгонят презренных», подразумевая посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Сказав это, он воскликнул своим друзьям: «Вы отдали им свое имущество. Если бы вы не давали им свое добро, они бы покинули ваши дома», тем самым призывая их не помогать мухаджирам, чтобы те ушли. Эти скверные слова услышал мальчик по имени Зейд ибн Аркам. Ему не понравились эти слова Абдуллаха ибн Убая. Он поспешил к своему дяде и сообщил все то, о чем услышал. Его дядя направился к посланнику Аллаха, а у пророка в то время был Умар ибн Аль-Хаттаб. Дядя Зейда сообщил посланнику эти слова. Умар воскликнул: «О посланник Аллаха, позволь я отрублю ему голову». На что пророк, мир ему и благословение, ответил: «Нет, ибо люди будут говорить, что Мухаммад убивает своих сподвижников. Оставьте его». К посланнику Аллаха пришел Усейд ибн Худайр и спросил, почему пророк уехал из местности у источника Аль-Мурайси в непривычное время. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил ему: «Слышал ли ты то, что сказал ваш приятель?» «Что же он сказал, о посланник Аллаха?» — спросил Усейд ибн Худайр. Посланник Аллаха передал ему клятву Абдуллаха о том, что сильно изгоняют слабых из Медины. На это Усейд сказал ему: «Напротив, это ты могущественен, о посланник Аллаха, а он презренен. И если ты пожелаешь, то выгони его из города». Пророк оставил его и продолжил путь в Медину. Абдуллах ибн Убай, узнав, что пророку передали его слова, направился к посланнику Аллаха, тая в себе зависть, хитрость и вероломство. Придя к пророку, он сказал: «Мне стало известно, что тебе сообщили о том, что я говорил о тебе плохое». Пророк ответил: «Да». Тогда Абдуллах сказал: «Клянусь Аллахом, я не говорил этого. Неужели я буду говорить это? Я никогда этого не скажу». Пришел Зейд и сказал своему дяде: «Клянусь Аллахом, он говорил это». Абдуллах ибн Убай продолжал все отрицать. Великий всемогущий Аллах ниспослал пророку после этих происшествий суру лицемеры, в которой есть следующие слова.
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позвал Зейда и сообщил ему: «Воистину, Аллах подтвердил, что ты сказал правду, о Зейд». На что юный Зейд очень обрадовался. Сын главы лицемеров был праведным мужчиной. Его так же, как и отца, звали Абдуллах. Он встал при въезде в Медину и сказал своему отцу: «Ты не въедешь, пока не разрешит тебе посланник Аллаха. Он любимее для меня, чем ты». После чего пророк разрешил вернуться Абдуллаху ибн Убаю и его приятелям. Во время этого похода произошло важное событие. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, желал выйти в путь, он бросал жребий между женами, чтобы взять с собой одну из них. Во время того похода жребий пал на мать правоверных, дочь правдивейшего Абу Бакра, Аишу, да будет доволен ею Аллах. Она взобралась в паланкин, укрепленный на верблюде, и караван тронулся в путь. Во время их возвращения с этого похода караван остановился для отдыха. Все люди были уставшими. Аиша по своей нужде покинула свой паланкин и далеко ушла от каравана. В то время она была маленькой и легковесной. На Аише, да будет доволен ею Аллах, было ожерелье, которое ей дала сестра на несколько дней. Во время прогулки ожерелье упало с ее шеи. Когда пропажа обнаружилась, она вновь вернулась в то отдаленное от каравана место, чтобы найти ожерелье. В то время, как она искала его, люди, не заметив, что Аиша вышла и отдалилась от стоянки каравана, подняли ее паланкин и погрузили его на верблюда. Караван тронулся, и никто из людей не знал, что Аиши в паланкине нет. Она была легкой, поэтому ее отсутствие в паланкине не было замечено. Аиша в то время нашла потерянное ожерелье и направилась обратно, а караван давно покинул место стоянки. Увидев это, она воскликнула: «О Аллах, вокруг никого нет! Где караван? Где ее муж? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Где все остальные люди? Где вышедшие на джихад? Где сподвижники? Все они ушли. Никого не осталось. Караван был далеко от места своей стоянки. Аиша побоялась покидать это место. Несмотря на свой малый возраст, она была сообразительной и догадалась остаться в месте стоянки каравана. Из-за сильной усталости Аиша заснула, да будет доволен ею Аллах. Через некоторое время мимо проходил Сафуан ибн Муаттиль, да будет доволен им Аллах. Он по какой-то причине отстал от каравана и шел по его пути. Вдруг он увидел спящую на земле Аишу, да будет доволен ею Аллах. Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Он сразу понял, что это жена пророка. Честь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как караван мог оставить ее? Это было предопределено по мудрости, которую знал великий и всемогущий Аллах. Сафуан не позвал Аишу и не заговорил с ней. Он лишь сказал: «Воистину, Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение». Аиша, да будет доволен ею Аллах, услышав голос, проснулась и испугалась.
Он не стал говорить с ней, а лишь опустил своего верблюда на колени, и тогда Айша села на него верхом, и они тронулись в путь под защитой Аллаха. Аллах, великий и всемогущий, охранял их. Так шли Сафуан, уважаемый сподвижник пророка, и Айша, целомудренная, правдивейшая жена пророка, которую он очень любил. Сафуан подгонял верблюда, так что вскоре они достигли каравана и войска мусульман. Они все еще не обнаружили отсутствие Айши, да будет доволен ею Аллах. Как только их издали увидели люди, они воскликнули: «Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха». Кто это? Айша. Как она отстала? Никто не знал. Посмотрели в паланкине. Да, ее действительно там нет. Их увидел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Его сердце разрывалось. Кто же воспользовался этим моментом? Этим человеком был глава лицемеров Абдуллах ибн Убай ибн Салюль. Он решил опорочить пророка и его честь. Этот лицемер сказал скверное слово. Он сказал: «Клянусь Аллахом, он не спасся от нее, и она не спаслась от него». Эти слова были услышаны другими порочными лицемерами. Они воспользовались этим случаем для того, чтобы опорочить посланника Аллаха и замарать его честь. Лицемеры начали распространять эти сплетни среди людей. «Клянемся Аллахом, он не спасся от нее, и она не спаслась от него», так говорили они. Они стали обвинять Айшу и уважаемого сподвижника в одном из величайших грехов. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Айша, ни о чем не подозревая, направилась в свой паланкин и села в него. Караван вернулся в Медину. После возвращения в Медину, лицемеры продолжали разносить речи касательно семьи посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это был удобный момент для лицемеров. Они лгали и распространяли слухи среди мусульман. Аллах говорит о них и подобных их людям. То есть любят распространение слухов, несмотря на их мерзость. До пророка, да благословит его Аллах и приветствует, дошли эти слухи. А откровение от Аллаха, которое бы очистило Айшу, да будет доволен ею Аллах, от этих обвинений, все не приходило. На протяжении всего этого времени слухи постепенно усиливались и усиливались. Самое тяжелое для человека состояние – это когда люди начинают порочить его честь несправедливо. Айша же не ведала происходящего. По возвращении из того похода она заболела и пребывала в своем доме. Она не выходила и не общалась с людьми. В этом была мудрость, которую пожелал предопределить великий и всемогущий Аллах. В этом было испытание для всех. Кто-то пройдет испытание, а кто-то не сможет. Даже некоторые сподвижники, обманувшись подобными слухами, начали распространять их. Среди них был Мистах ибн Усаса, Хасан ибн Сабит, Хамля бин Джахш. Они также распространяли эти слухи наряду с лицемерами. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Айша не знает, что происходит. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивает близких к нему людей, родственников, друзей, о том, как ему поступить, какая печаль затронула сердце посланника Аллаха, какое несчастье постигло его. А откровение все не приходило, что было мудростью, которую предопределил великий и всемогущий Аллах. Пророк спросил совета у Али о том, что ему делать. Тот ответил: «О посланник Аллаха, есть много других женщин, кроме нее». То есть он советовал ему не ставить себя в неприятную ситуацию, а если желает, пусть женится на другой. А потом Али посоветовал посланнику Аллаха: расспроси о ней ее служанку, Бариру, она скажет тебе правду. Пророк, мир ему и благословение, позвал Бариру и спросил ее: «Знаешь ли ты об Айше что-либо подозрительное?» Она ответила: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, я не видела в ней ничего, кроме блага. Есть в ней только один недостаток. После того, когда она замесит тесто, оно застывает. Она была кристально чиста и невинна. Ее единственным недостатком было лишь то, что она месила тесто и потом засыпала, оставляя тесто, а его съедали курицы. Ее слова — это указание на невинность правдивой Айши, да будет доволен ею Аллах». Когда пророк, мир ему и благословение, спросил совета у Усамы, тот ответил ему: «Оставь ее, о посланник Аллаха, мы видели в ней только благое. Не обращай внимания на сплетни». Пророк, мир ему и благословение, собрал людей в мечети и, поднявшись, попросил людей помочь наказать Абдуллаха ибн Убая. Он сказал: «О люди, кто поможет наказать человека, который говорил скверно, распространяя клевету о моей семье и человеке, о котором мы знаем лишь благое?» Поднялся Усейд ибн Худайр и промолвил: «О посланник Аллаха, если он из нашего племени, то прикажи нам, и мы сделаем, что ты нам повелишь. А если из другого, то прикажи, и мы отрубим ему голову». За ним поднялся Саад ибн Убада. Горячо желая защитить свое племя, он сказал: «О Усейд, ты солгал. Клянусь Аллахом, вы не отрубите его голову». Абдуллах ибн Убайя был из племени Саада ибн Убада. Тогда поднялся Усейд ибн Худайр и воскликнул: «О Саад, ты стал лицемером и защищаешь лицемеров». Саад ответил: «Нет, это ты являешься лицемером». Дело чуть не дошло до сражения в мечети, несмотря на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился среди них. Пророк начал успокаивать их, пока они не замолчали. Дело было серьезным, ведь обвинение пало на мать правоверных, жену посланника Аллаха, мир ему и благословение. Все люди пребывали в печали, а откровение все не приходило. Айша выздоровела и вышла из своего дома вместе со своей родственницей Мистах ибн Усаса. Она вышла с ней, чтобы справить свою нужду. Они пошли в отдаленное место. Мистах по дороге споткнулась, упала и воскликнула: «Чтоб ты пропал, Мистах!» Айша услышала ее и сказала: «Не призывай против него, о Мистах, ведь он был на таком-то и таком-то сражении». Мистах ответила ей: «Воистину, ты не знаешь, что он говорит». Айша спросила ее, о чем тот говорит, ведь она на протяжении месяца и не подозревала, что вся Медина говорила о ней. Айша спросила Мистах: «О чем же он говорит?» Та рассказала ей все. Айша очень удивилась: «Что? И пророк не говорит мне об этом? Все люди говорят обо мне, а я узнаю об этом последний?» Айша, плача, вернулась в свой дом. В одном из хадисов она сказала: «Когда приходил пророк, я не видела в нем той мягкости и нежности, которую видела в нем по отношению ко мне раньше». Словно она, да будет доволен ею Аллах, уже догадывалась. Она сказала: «Когда ко мне пришел посланник Аллаха, я попросила его разрешения пойти в дом отца. Он разрешил мне это». Айша вернулась в дом своего отца и плакала. На протяжении 2 ночей слезы не высыхали на ее глазах. 2 ночи плакала Айша из-за слов людей. Она была чиста, невинна и правдива, а люди говорили о ней скверное. Никто из людей не мог защитить ее. Через 2 дня к ней, в дом ее отца, пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он сел и стал говорить с ней. Это был первый раз, когда посланник Аллаха открыто сказал Айше о слухах, распространившихся по всей Медине.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сидела и плакала. Возле нее сидели ее отец и мать, не зная, что сказать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заговорил. Он восславил Аллаха и вознес хвалу Ему, а затем сказал: «О Аиша, если ты совершила грех, то проси прощения у Аллаха воистину. Он прощает грехи. Если же ты не совершала греха, то вскоре Аллах оправдает тебя». Пророк показывал этим ей две возможности. Слезы Аиши от сильного удивления этими словами остановились. Она посмотрела на своего отца и сказала: «О, отец, ответь посланнику Аллаха». «Что мне ответить ему, доченька?» — был его ответ. Затем Аиша посмотрела на свою мать и произнесла: «О, мама, ответь посланнику Аллаха». Она ответила: «Что мне ответить, о, доченька? Что мне сказать?» После этого Аиша посмотрела на них и сказала: «Я не скажу вам ничего, кроме слов, сказанных отцом пророка Юсуфа. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы рассказали». Затем Аиша, да будет доволен ею Аллах, от сильного горя и печали заснула. Печаль охватила не только весь дом, но даже весь город Медина. В доме у родителей Аиши неожиданно пророка Аллаха охватило то состояние, в котором ему не спосылались откровения. Абу Бакр, отец Аиши, мать Аиши, сама Аиша, все были в ожидании. Аиша же была уверена в своей невиновности. Пророк обрадовался откровению, улыбнулся и произнес: «О Аиша, возрадуйся, воистину Аллах над 7 небесами оправдал тебя». Тогда были ниспосланы аяты. الذين جاءوا منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Аяты не спосылались, и пророк читал их людям. Это произошло через месяц от начала этого испытания для людей. Вся Медина наполнилась радостью. Были выявлены лицемеры в рядах мусульман. Стало ясно, кто является правдивым, а кто лжецом. Стало ясно, кто является истинным верующим, а кто лицемером. А тому, кто взял наибольшую часть, это об Абдуллахе ибн Убае ибн Салюль, который возглавил эту смуту. За этот навет ему великие наказания. Аллах говорит верующим: سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Мать Аиши после ниспослания ее оправдания сказала своей дочери: «О Аиша, встань и поблагодари посланника Аллаха». Из-за большой радости Аиша воскликнула: «Клянусь Аллахом, я не буду благодарить никого, кроме Аллаха». Она сказала: «Я знала и твердо верила, что Аллах оправдает меня. Однако я не надеялась, что обо мне будет ниспослан Коран. Коран, который будут читать до наступления судного дня». Да, это была правдивейшая Аиша, дочь правдивейшего Абу Бакра. Абу Уюб аль-Ансари, этот сподвижник, был среди тех, кто прошел с успехом это испытание. Его жена говорила ему во время этого испытания: «О, Абу Аюб, разве ты не слышишь, что говорят люди об Аише?» Он ответил ей: «Веришь ли ты, что такое могла совершить ты сама?» Она ответила: «Нет, клянусь Аллахом». «А Аиша лучше, чем ты», — воскликнул он ей. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Некоторые верующие, которые не смогли пройти это испытание, поддались искушению. Среди них был Мистах ибн Усаса, Хамля бин Джахш и Хасан ибн Сабит. О них Аллах также не спаслал аяты. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
Великий и всемогущий Аллах говорит, что каждому, кто распространял подобную клевету об Аише или о другой целомудренной женщине, 80 ударов плетью. Наказанию плетью подвергся Хасан, Мистах и Хамля. Что же касается лицемеров, то их в этой жизни никак не наказали, так как наказания на этой земле очищают от греха. Они никогда не смогут очиститься от этого греха. Таким образом, радость охватила Медину. Это произошло после целого месяца пребывания в печали и искушении. И в какой? Пытались опорочить честь посланника Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Пытались опорочить одну из его жен. Аллах сказал: «Почему же, когда вы услышали это, обращаясь к верующим, почему вы не сказали, это очевидная клевета?» Абу Бакр, помогавший Мистаху своим имуществом, отказал ему в этом после того, как Мистах оклеветал его дочь. Аллах же после этого не спаслал. أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. Дочь Абу Бакра подверглась обвинениям, порочащим ее честь, хотя и не совершала греха. Затем Аллах оправдал ее, а Абу Бакр оказывал помощь Мистаху. Так неужели же Абу Бакр не мог перестать оказывать помощь? Да, но у прощения степень выше, прощение намного лучше. Абу Бакр сказал: «Да, конечно же, я желаю, чтобы Аллах простил меня», и продолжил оказывать помощь Мистаху, как и раньше. Так великий и всемогущий Аллах испытал верующих. Таким образом было выявлено, кто является правдивым, а кто лжецом. Аллах оправдал невинную, чистую Айшу, дочь Абу Бакра. Так Аллах охранял своего пророка от всего плохого. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.